Смотрите в программе. Актеру Михаилу Ефремову, причастному к ДТП с летальным исходом, избрали меру пресечения. С начала лета уже 2 десятка человек пострадали от укусов клещей в Алданском районе Якутии. К Дню России в регионе начали бесплатную раздачу ленточек с триколором. В связи с пандемией получить их можно не на улице, а в магазинах и аптеках. Продолжаем эфир нашего канала новостями к этому часу. Российское интернет-сообщество стало свидетелем страшных кадров ДТП с участием известного актера Михаила Ефремова. 8 июня в Москве в состоянии алкогольного опьянения актер стал виновником аварии у Смоленской площади, столкнувшись с фургоном «Лада» на встречной полосе. Как стало известно позже, водитель фуры скончался на следующий день в больнице. Подробности узнаем в сюжете Саргланы Неустроевой. Жесть, вот эта машина чуть ли нас не сбила, а вон актер Ефременко. Жесть, просто жесть. Эти кадры с места происшествия быстро распространились в сети. На них известный актер Михаил Ефремов в пьяном угаре якобы признает свою вину. Однако осознания ее точно не хватает, ведь позже, отвечая на вопрос полиции, артист заявляет: денег много, пострадавшего вылечу. Я понимаю, что я ударился в машину. Ударился, человек сильно пострадал. Да. Да. Да ладно. Ну, а что ладно-то? Да ладно. А? Так уж сильно. Да, очень сильно пострадал. Я его вылечу. Вылечите? Вы же не доктор. Ну, зато мне венду. Позже на опубликованных материалах полиции Ефремов признает свою вину. Только верится в это с трудом, ведь за признанием следует раздраженное «а куда я денусь?». Чуть погодя, актер и вовсе отказывается давать показания. Вы сейчас в каком состоянии, как оцениваете? Я сейчас ни в каком состоянии говорить не могу ничего. Вы помните, что произошло вчера в 21:44? Автоавария чудовищная произошла, и поэтому я в шоке. Вы были пьяны. Вероятно. Сколько вы выпили вчера? Не помню. Где вы пили? Я не хочу с вами разговаривать. Вы признаете себя виновным? ДВД. Вы знаете, что человек умер после той аварии? Да, конечно, признаю. Жертва артиста Сергей Захаров, 57-летний уроженец Рязанской области, приехал в Москву на заработки. На родине Сергей оставил семью, жену, детей и внуков. Бывшие коллеги погибшего уверяют, знали его как человека доброжелательного, светлого и веселого. О происшествии родственники мужчины узнали из новостей. Причем, как сообщает вдова Сергея, никто из представителей Ефремова с ней так и не связался. Просто не могу в это поверить. Потому что мы в понедельник утром виделись. Ну, мы росли вместе. Дарим. Работали вместе какое-то время. Сейчас он каждые выходные. Мать одна осталась как бы в деревне. 86 лет. Он каждые выходные приезжал, привозил продукты. Потому что она уже себя не обслуживать, но готовить не готовит. Ну, по большому счету, без разницы, артист, не артист, чиновник, простой. Самое главное, то, что он был пьян. Вот это больше всего шокирует. Я сам за рулем уже с 81 года. В отношении актера завели уголовное дело по статье 264, пункт А, часть 4. Нарушение водителем в состоянии опьянения правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности смерть человека. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас по решению суда актер находится под домашним арестом сроком на 2 месяца. Только вот каким бы ни было наказание, к жизни погибшего уже не вернуть. Сарглана Неустроева, Сергей Дьяконов. В Ангалавском районе Якутии в результате ДТП погиб несовершеннолетний мотоциклист. В ходе разбирательств выяснилось, что транспорт принадлежит отцу погибшего. По предварительным данным, накануне около 19:30 в поселке Махсоголох 40-летний водитель автомашины ВАЗ-2121 на улице Заводская при развороте выехал на встречную полосу и столкнулся с попутно двигавшимся мотоциклом «Ямаха». Водитель мотоцикла, чтобы избежать столкновения, принял руль влево и, касательно задев капот, наехал на бордюрное ограждение с последующим ударом о бетон.
За рулем «Ямахи» находился 16-летний подросток, который вскоре, не приходя в сознание, скончался в реанимации. И 18-летний друг, сидевший на заднем сиденье, получил травмы головы и был госпитализирован в местную больницу. Водитель мотоцикла права управления не имел. Шлемы и другие средства защиты у школьников отсутствовали. В ходе разбирательств выяснилось, что транспорт принадлежит отцу погибшего. Регистрационных документов на мотоцикл собственник не имеет. Как несовершеннолетний оказался за рулем, родители пояснить не смогли. Однако известно, что десятиклассник знал, где находятся ключи от гаража и мотоцикла, чем, скорее всего, и воспользовался. В своем объяснении выживший пассажир мотоцикла написал, что в тот день его друг, находившийся за рулем, употребил вместе с другими одноклассниками 2 бутылки пива. Автомобилист в момент ДТП был трезв. С его слов, он не заметил двигавшийся попутно мототранспорт. Материалы по факту трагедии переданы в следственные органы. Якутские ученые предложили очищать розлив топлива в Норильске с помощью микроорганизмов. По мнению сотрудников Института проблем нефти и газа «Соран-Якутск», поврежденную почву нужно восстанавливать биоресурсами, собранными непосредственно с места розлива, наработанными в лабораториях и возвращенных обратно в грунт. Мерзлотные экосистемы чувствительны к любому техногенному воздействию. Если вовремя не очистить их от нефтепродуктов, то последние окажут сильное негативное влияние на окружающую среду. В течение десятилетий они будут вымываться подземными водами и окисляться в почве. Якутские ученые говорят, что метод в реализации несложный. В арсенале любых компаний имеются микробиологи. Такие исследования можно осуществить в лабораториях Роспотребнадзора и других организаций. 67 случаев коронавирусной инфекции выявили в Якутии за сутки. Из них в столице региона 64. По одному случаю в Нюрбинском, Татинском и Горном районах. Все заболевшие госпитализируются, их контакты выявляются и изолируются. За весь период в республике официально зарегистрировано 2753 случая заражения, 17 летальных исходов и 1511 человек полностью выздоровели. Глава Якутии в ходе брифинга сегодня рассказал, какие меры будут приняты в эти выходные и при разных сценариях развития событий в следующей неделе. Подавляющее большинство заболевших вообще в целом по республике, если посмотреть с начала болезни, 78% это жители города Якутска. Поэтому, конечно же, город Якутск пока вызывает опасения. Мы должны очень серьезно дальше просчитывать, как будут ограничительные меры именно здесь сниматься, для того, чтобы не допустить новых вспышек. Вместе с тем, еще раз говорю, что у нас определенная стабилизация есть за последнюю неделю. Это как раз в том числе и результат тех действий, которые были приняты оперативным штабом республики и города в части введения определенных ограничительных мер по торговле. С учетом данной ситуации мы посчитали нужным в эту субботу, 13 числа, объявить санитарный день для оптовых баз. И думаю, что магазины уже закрывать все не надо на субботу-воскресенье, но вместе с тем для оптовых баз, где на самом деле требуется постоянная санитарная обработка, постоянная дезинфекция, суббота выходным днем должно стать. Дезинфекция общественных пространств продолжается в селе Амга. По решению местной администрации она проводится 2 раза в неделю до улучшения эпидситуации в республике. Помимо общественных пространств проводится дезинфекция строящегося объекта, где работали контактные лица первого зараженного. На сегодняшний день по предварительным анализам получен еще один положительный результат у одного местного жителя. Круг его контактов определен, все помещены в обсерватор. Вчера по предварительным результатам у нас еще положительный дал еще 1 человек. Тогда получается у нас 2, да? Но второй человек, он ехал на вахту, находился в городе Якутске, и у него отобрали пробы, но и предварительная дала положительный результат. Вчера по решению оперативного штаба отработали круг лиц, которые с ним контактировались. И человек 20 их положили в обсерватор. Порядка 20 человек с наступлением лета пострадали от укусов клещей в Алданском районе. Проведение вакцинации против клещевого энцефалита оптимально весной. Теперь в случае укуса помочь может только экстренная профилактика. Какими еще методами можно снизить риск, узнавала Татьяна Вахнина. Плюс 5 градусов по Цельсию – такова оптимальная среднесуточная температура для активизации клещей. Обращения в больницу с жалобами на нападение кровососущих начались с наступлением тепла. Как кусаются клещи, в этом году уже узнали почти 2 десятка алданцев.
По состоянию на 9 июня сего года в Алданском районе зарегистрировано всего 18 случаев нападения клеща на человека. 8 укусов у нас в Тамоте и поединичные укусы в поселке Нижний Куранах, в городе Алдан. В основном это, конечно, лес и речка. Клещи являются переносчиками множества заболеваний. К наиболее серьезным относятся боррелиоз, известный как болезнь Лайма, и энцефалит. Укус инфицированного клеща грозит человеку глубокой инвалидностью и даже гибелью. Клещевой энцефалит не всегда заканчивается благоприятно. Зачастую могут развиться тяжелые пожизненные неврологические последствия с психическими расстройствами вплоть до инвалидности. В среднем в Алданском районе в весенне-летний период в больницу обращаются порядка сотни человек. Ежегодно обнаруживаются инфицированные вирусом энцефалита насекомые. Извлеченные кровососущие направляются на вирусологическое исследование в лабораторию города Якутска. Все они направлены для проведения вирусологического исследования на наличие у них вируса клещевого энцефалита. На сегодняшний день таких клещей не наблюдается. Эпидемиологи напоминают о важности своевременной вакцинации. Прививочная кампания против клещевого энцефалита проводится в течение года. Однако лучше позаботиться о безопасности в марте. Цикл включает 2 инъекции. Они ставятся с интервалом в 30 дней. Иммунитет вырабатывается через несколько недель. Сейчас предотвратить укус кровососущего можно только неспецифическими методами. Активное использование инсектицидов и других химических препаратов, отпугивающих клещей, а также ношение закрытой одежды, соблюдение всех требований по профилактике нападения клеща на человека. Ну и, конечно же, вакцинация, которую сознательные лица проводили в апреле-мае. Санитарные врачи напоминают о недопустимости извлечения кровососущего самостоятельно. При укусе клеща обращение в больницу обязательно. 100% защиту от клещевого энцефалита гарантирует только экстренная профилактика. Филиал института Якут-Днипро-Алмаз откроют в Новосибирске. Занять вакансии в нем предложат сотрудникам из Мирного, тем, кто готов к переезду. Решение о реорганизации приняли на правлении в апреле. С чем это связано и сколько сотрудников переедут в новую структуру, выяснял Роман Муконин. Институт Якут-Днипро-Алмаз родился вместе с алмазодобывающей промышленностью Мирного 60 лет назад. Он обеспечивал проектами Якут-Алмаз, а затем и Алроса. Теперь объемы строительства упали, сократились заказы и начались сокращения. Только за последние 3 года численность института снизилась с 700 до 400 сотрудников. И это был не предел. Если остаться в сегодняшних условиях, которые у нас сегодня есть, то через 2-3 года за счет снижения объемов и сокращения численности институт уже теряет свою комплексность, которая у нас сегодня есть. И в конечном итоге мы приходим и можем полностью потерять проектную часть. Основное решение данной проблемы, которую нашли мы, это передислокация проектной части в Новосибирск. Почему Новосибирск? Это научный центр Сибири. Здание под офис уже подобрали. Оно находится в центре Новосибирска. Там будет работать почти половина сотрудников. Это около 200 человек. Кто не согласится на переезд, будут по возможности трудоустроены в другие подразделения компании или сокращены. Мера эта вынужденная не только из-за падения объемов работы. Найти новые кадры проблематично. Несмотря на множество слухов, переводить все на аутсорсинг и ликвидировать институт Алроса не собирается. Специфика алмазодобывающего производства в Якутии уникальна, и немногие проектные учреждения способны точно и в срок выполнить важные задания. С подрядчиками у нас уже был большой опыт работы, мы уже пробовали, привлекались подрядчики при проектировании объектов на Верхнем Муне. Мы увидели их некомпетентность в наших условиях, и многие проекты, рабочую документацию нам приходилось за них переделывать. Поэтому Якут-Днипро-Алмазу быть именно подразделением Алроса. Речи о выводе его в дочернее общество не идет. Сохранить научный и проектный потенциал института – это главное требование компании. Научная часть останется в Мирном, поскольку специалисты науки постоянно ведут работы на промышленных объектах. Также в Мирном останется группа рабочего проектирования и сопровождения производства.
Приоритетным направлением подразделения в Мирном станет поиск и развитие безопасных и перспективных технологий, как отработка сверхглубоких карьеров в криолитозоне. Филиал в Новосибирске откроется к 1 сентября 2020-го, а перевод сотрудников будет происходить до конца 2021 года. Роман Муконин, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Поправки в Конституцию России готовы поддержать более 60% желающих проголосовать. Таковы данные последнего опроса в ЦИОМ. Принять же участие в голосовании 1 июля готовы 67% россиян, то есть 2/3. Наши корреспонденты тоже проводят опрос среди якутян. И сейчас узнаем, как к предложенным поправкам относятся жители Нерюнгри. 1 июля я обязательно пойду голосовать. Нравится, что здравоохранение должно быть единым для всех, без разницы, что оно в Москве или в населенном пункте, каком-нибудь поселке отдаленном или деревне. Это нравится. Ну и не буду конкретизировать, потому что нравится почти что все. Это, ну, как-то так. Вот я сознательно почитал. Наверное, не все, но поправки мне, как бы, для меня, как для простого гражданина России, подходят. Ленточки в цветах российского триколора начали раздавать в Якутии. Акция стартовала ко Дню России. Гражданам бесплатно раздают ленточки, раскрашенные в российский триколор. С учетом эпидситуации ленточки распространяются в основном в продуктовых магазинах и аптеках. На этом пока вся информация. До встречи в следующем часе.